Знакомства, переговоры, контракты и сессии. В самом начале экономического саммита все это, кажется, на миг остановилось. Перед открытием читают Коран. Россия – исламский мир. Казань саммит. Он проходит уже в 12-й раз. Это международная платформа для презентации возможностей стран-участниц форума, ведения переговоров и обсуждения актуальных вопросов. Как отметил на открытии министр экономического развития России, саммит – это возможность обсудить взаимодействие России с исламскими странами и услышать, как меняются запросы 20 миллионов мусульман нашей страны. Вопросы халяль, такого сектора, нового сектора экономики, стремительно растущего сектора экономики, который обладает потенциалом огромным и внутри страны, и экспортным потенциалом. Это и вопросы инвестиций, это вопросы торговли, это вопросы моды, это вопросы культуры, это вопросы креативных индустрий. Я обещаю, что те идеи, которые здесь родятся, те проекты, которые здесь родятся, будут самым внимательным образом изучены на федеральном уровне. И идеи, которые будут способствовать нашему совместному движению вперед, получат поддержку. В саммите участвуют делегации из 64 стран, 35 регионов России. Это тысячи гостей. Их приветствовал президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил, сотрудничество России с исламским миром – это приоритет, определенный президентом нашей страны. Мы договорились ежегодно это мероприятие уже проводить более масштабно с потенциалом Министерства экономического развития, федерального правительства. И, конечно же, сотрудничество России с исламским миром – это приоритет, и приоритет, определенный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Одна из главных площадок саммита – экспозиция «Халяль-Экспо». Здесь свою продукцию представили Азербайджан, Индонезия, Иран, Турция и другие страны. Оборот продукции халяль достиг 4 триллионов долларов. Отношения между Турцией и Россией укрепляются, и мы верим в добрую перспективу. Выставка начинается с турецкого кофе. Здесь же рядом и татарстанский лайфстайл для женщин из мусульманских стран, восточные сладости, лекарства из арабских стран. За стендами переговорные. Всего на экспозиции представлены более 100 компаний. Россияне любят и знают индонезийский кофе. Это доказано моими коллегами, которые неоднократно приезжали в Россию, в частности на фестиваль Индонезии, и с успехом продавали свой кофе здесь. Казань уже озвучивается для арабов уже как город, который принимал чемпионат мира, город, который имеет продукцию халяль, который производит КАМАЗ, машины, техника имеет. Важная часть саммита – 90 сессий. Главная тема – осознанное потребление. Выступают российские и зарубежные эксперты. Здесь говорят и о финансах, и о молодежной дипломатии, о развитии экспорта, предпринимательстве и медицине в пандемию. Инструментом, как мы можем противодействовать, как мы можем отвечать на сегодняшние вызовы и в первую очередь объяснять гражданам в целом, что необходимо делать и как надо поступать, наверное, будет посвящена наша сессия. Отдельный павильон в 10 тысяч квадратных метров на саммите выделен для машиностроительного кластерного форума. Министерство обороны и народного хозяйства делаем ремонт автомобилей КАМАЗ. Татарстанские КАМАЗы, самарские роботы, немецкие краны. Инвесторы из исламских стран могут оценить их прямо на полях саммита. В целом о ситуации в машиностроении и в экономике в период пандемии говорят уже на пленарном заседании. Сейчас российская экономика вышла на доковидный уровень. И большим подспорьем для продолжения роста станут зарубежные инвестиции, говорят на форуме. Еще один механизм, который запущен по прямому поручению президента, это бюджетные инфраструктурные кредиты регионам, которые должны помочь расшить те узкие инфраструктурные места, которые в регионах есть, которые должны пойти на стимулирование крупных проектов, связанных с созданием новых промышленных зон, новой транспортной инфраструктуры, новой инженерной инфраструктуры, которая в конечном итоге должна дать дополнительный импульс развитию. Министр подчеркивает, необходимо продолжить работу по стимулированию инвестиций, развитию особых экономических зон. Сегодня в стране их 39. Одна из самых успешных, по словам Максима Решетникова, находится в Татарстане. Президент республики отмечает, в Татарстане созданы необходимые условия для успешного развития предприятий промышленности. Многие вещи, которые сегодня и на форуме, здесь мы машиностроение обсуждаем. До этого мы посмотрели производство продукции халяль, продвижение. Россия огромный сельскохозяйственный, мощнейший рынок, который может не только себя обеспечить,
обеспечить качественной халяльной продукцией наших партнеров. Только в этом году экономический рост между Россией и исламскими странами составил 19%. И это не предел. Россия наш главный партнер в сфере промышленности. Мы надеемся, что сотрудничество между странами будет укрепляться. В этом году наши компании планируют экспортировать продукции на $20 миллионов. Мы хотели бы достичь такого же в партнерстве с Россией. И Татарстан – это то место, откуда мы хотели бы начать работу. Отдельное внимание цифровизации кадрам. Например, только на КАМАЗе в ближайшем будущем ожидают 1500 рабочих мест для роботизации производственных процессов. Также мы сейчас рассматриваем площадку наших партнеров, в том числе и Турецкую республику, не только по поставкам, но и по продвижению. Также мы рассматриваем много вопросов совместных предприятий, совместных бизнесов, когда мы работаем уже не внутри наших стран, а работаем на третьи страны. Это вот большая системная работа, которая требует хороших специалистов, как вы сказали, но и огромная поддержка федерального правительства. Денег лишних не бывает. Новые инструменты исламского банкинга – это дополнительная поддержка. И, конечно же, мы очень внимательно, вот мы уже слушали, есть ряд направлений по исламским финансам, которые уже сегодня работают. И это только первый день саммита. Впереди еще 2, по итогам которых ожидаются сотни экономических соглашений, новые механизмы сотрудничества с исламскими странами и взаимовыгодные инвестиции. Радик Фархулин, Салават Мухаммадуллин, Адель Мендубаев, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.